на равноправные доли я выделила, то есть надо сделать технологический анализ, это как вообще стезя технарей, кроме них это никто не может сделать. Надо делать правовой анализ, да? Вообще это можно, удобно делать помесячно. Ну, чаще всего, если вы хотите в банк будет требовать помесячно. Почему? Потому что очень положить, чтобы мы могли решить эту проблему. Прототип робота-доставщика – это применение алгоритмов компьютерного зрения на малогабаритном роботе с дистанционным управлением. Наш прототип, его уже можно использовать, то есть его можно использовать для удаленного наблюдения за автоматизированными процессами и работы оборудования в цехах, в заводах по добыче нефти и газа. Как технически реализовано все, то есть мы разделили наш проект, то есть самого робота на два уровня, это низкий и высокий. За высокий отвечает Raspberry Pi, она предназначена, то есть ее цель это работать с видеопотоком, то есть распознавать объект и, получается, передавать и принимать данные с веб-страницы. Вот. А Arduino, это контроллер, который предназначен, в нашем случае используется для управления моторами. И вообще нейронная сеть сама инициировала беседы, то есть сама проводила какие-то исследования и так далее. То есть, То есть в теории любые датчики, которые будут подключены на любом производстве, они будут с такой же скоростью выводить любую информацию на производство. И также на панели управления имеется кнопка аварийной остановки всей системы. Если что-то пошло не так, все кулера отключаются. На двух библиотеках на Python это YOLO и OpenCV. Так, как реализовали дистанционное управление, это создание веб-сервера, создание Django проекта, создание представления Django для обработки запросов. Это управление роботом и наблюдение за камерой. Қарайтын болсақ, 15 минут сөйлеу жағдайында 180 ватт арасында және 5% катализатор арқылы біз өнім ала алдық. Бұл нәтижесінде нөмірі 2 А маркалы стандартына сәйкес келеді. Бұл бізде күнделікті кеңсе қағазын пайдалануға жетеді. Және де одан бөлек біз 14 және де 16 кестеге қарайтын болсақ 180 және де 180 ватт графических приемах. В данном случае как раз выбор цветов и чуть-чуть там использование иероглифов привели к созданию такой очень понятной и с точки зрения проекта и с точки зрения идеи подачи. Очень важно, отдельный опять же момент по поводу оформления и планшета, и презентации, это работа со шрифтами. Часто мы в спешке, может не быть, по-другому все сформировано. Мы видим, что главное также часть занимает изображение, но изображение уже не нейтральное, которое просто нужно для того, чтобы понять общее место нашего проекта. Вот, в завершении несколько ссылок. Саму презентацию я через Алтын вам разошлю, чтобы как бы напоминание у вас осталось.
Ну и в том числе вот эти ссылки, там более, может быть, подробно расписаны какие-то приемы, которые характерны для пошли. Да? Вы должны с чего-то начать, как правило, если это касается архитектурного проекта, это анализ. Рассказывайте, с чем вы пришли к этому проекту, какие у вас были эмоции. Теперь слово